Прошло почти 3 десятилетия со дня начала Отечественной войны Абхазии 1992-1993 годов, ставшей для абхазского народа поистине судьбоносной. Она оказалась жестокой и бескомпромиссной. Политическое руководство Грузии предприняло очередную окончательную попытку решить проблему инкорпорирования абхазских земель в состав грузинской Малой империи путем массового физического истребления абхазов. Абхазия оказалась под мощнейшим военно-политическим и информационным прессингом со стороны различных сил. В этой экстремальной ситуации абхазский народ во главе со своим лидером Владиславом Арзенбо оказался готовым взять на себя историческую ответственность за судьбу Родины. Неимоверными усилиями, ценой невосполнимых потерь страну удалось освободить от агрессора. Реальная угроза исчезновения абхазского народа, одного из древнейших этносов Кавказа, была предотвращена. Деколонизация Абхазии обусловила доведение до логического результата многолетний процесс политического самоопределения абхазского народа. Сегодня, спустя почти 30 лет, Республика Абхазия – суверенное государство, субъект международного права. Признание Российской Федерации и некоторыми другими странами государственной независимости Абхазии упрочило эти достижения абхазского народа. В победу Абхазии над грузинским агрессором внесли свой весомый вклад братские народы Северного Кавказа, Юга России, абхазо-адыгской диаспоры. Оказанная ими всесторонняя и бескорыстная помощь абхазскому народу имела огромное значение. Контакты с братскими народами Северного Кавказа устанавливались еще с 70-х годов. Тогда, после долгого исторического перерыва, прогрессивные представители абхазо-адыгских народов обсуждали пути преодоления некоего отчуждения, которое целенаправленно внедрялось между народами. Ассамблея была создана с готовностью представителей народов, всех народов, без исключения еще и до Дагестана. Все откликнулись, что нам нужно такую организацию создать. Она не была ни военная организация, ни какая-либо она, которая должна была служить объединению народов. Но была, конечно, мысль, что мы объединимся, мы будем сильнее, если кто-то задумает что-то против этого, чтобы он не осмелился. Ну, предупреждение такое. Эту роль тоже. Но главное, чтобы там все началось. И обмен студентами, и гастроли, и театров, коллективов, фестивалей. Все это было сделано. Такие встречи и такое общение было после долгого исторического перерыва. Вот эта встреча, она сразу нашла взаимопонимание сторон. Нам не приходилось их как-то агитировать, этого мы исключали. Нам приходилось с ними обсуждать судьбу Кавказа. И вот так, значит, мы уже наладили отношения с Северным Кавказом, с отдельными людьми, с отдельными группами. Мы тогда активные члены Айтбелара, лидеры, определенную работу на Северном Кавказе проводили. Особенно хочу выделить здесь Валеру Гамге, нашего художника, Гену Аламе, ну и еще некоторые другие люди, которые, кстати, Константин Узган, Олег Доменя, Рауль Хонели. Ну вот это такая команда была, которой мы часто ездили на Северный Кавказ. Надо сказать, что вот первые встречи, которые мы там проводили с общественностью, люди вообще мало знали об истории наших взаимоотношениях, о корнях, которые у нас общие есть с адыгским народом, с кавказскими народами. Вот такая ситуация была до войны. Но такая работа была проведена, что во время войны эти люди пришли
защищать нас, как за своих кровных братьев пришли. После развала Советского Союза многие народы, входившие ранее в Российскую империю по итогам Кавказской войны, затем вместе проживавшие в составе СССР, все чаще и чаще стали использовать термин «общекавказскость», в том смысле, что Кавказ – это единый историко-культурный и духовный мир. На тот момент в России не было твердой власти, были различные силы, которые преследовали свои интересы. Так рассуждают о том времени историки. Наступал какой-то период политического сиротства, и вот эти идеалисты, в хорошем смысле слова, конечно, я это говорю, они вышли на сцену именно на Кавказе. Вот я не знаю, как и что везде, в каждом конкретном регионе творилось бы, если бы не было бы, скажем, Абхазской войны. Но Абхазская война, вот она дала импульс для того, чтобы проявились силы, которые осознают себя кавказцами, которые, если даже глубину истории не понимают и не знают, все равно у них сохранилось чутье каких-то общих истоков и общих корней. Вот эти идеалисты, которых оказалось много вот в организации Конфедерации народов Кавказа, да, вот я их называю идеалистами, что это люди идеи. Вот я уверена, что никто не искал для себя каких-то личных выгод, никто через конфедерацию не делал себе карьеру. Они пытались через такое вот объединение попытаться повлиять на развитие наших кавказских народов. Дух, который царил на Северном Кавказе, в этой связи, он, с одной стороны, подкреплялся своеобразом менталитета горцев. Они чувствовали тогда, Советского Союза уже нет. Они исходили из новой ситуации, когда для себя они могут принять решение. И вот эта абхазо-грузинская война, это была сцена, где могли они ответить, кто они такие. Это не каждый это анализировал, но вот эта реальность, такая реальность, она присутствовала в подсознании добровольцев и не только добровольцев. Кстати говоря, мы, представители Айтгалра, активно участвовали в конфликтных ситуациях, которые возникали на Северном Кавказе, в частности, когда началась война в Южной Осетии, значит, такая группа, боевая группа во главе с Николаем Джоновым была направлена тогда в Южную Осетию. Также в Грозный мы отправляли своих представителей. Сам я тоже ездил туда, когда конфликт у них был. Такая и наша позиция очень активная в Конфедерации горских народов. Одна из самых активных, наверное, групп была вот абхазская. Она и привела к тому, что и нас также стали поддерживать. Планируя войну в Абхазии, грузинское командование разработало операцию под кодовым названием «Меч», предусматривавшую полное завоевание Абхазии буквально за несколько дней. При этом грузинское руководство учитывало ряд факторов, сопутствующих началу войны. Первая – передача Грузии большого количества вооружений и боевой техники по Ташкентскому соглашению. Второе – руки Грузии были развязаны после встречи Шеварднадзе и Ельцина в Дагомысе 24 июня 1992 года, где Шеварднадзе фактически получил добро на поход в Абхазию. И третье – при попустительстве ООН, которая приняла в свой состав Грузию, имевшую территориальные проблемы 31 июня 1991 года. Казалось бы, все просчитали, все складывалось как нельзя лучше. Но был фактор, который грузинское руководство не учло, но это был решающий фактор – воля народа Абхазии, усиленная добровольческим движением. Именно абхазские ополченцы и добровольцы сорвали завоевание Абхазии.
Войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию 14 августа 1992 года, и началась война. Уже на следующий день первая группа добровольцев во главе с председателем Комитета самообороны Конфедерации горских народов Кавказа Султаном Сосналиевым прибыла в Гудауту. Это был Сосналиев, это был Боразбиб Гажноков. Настроение было у нас не особенное. Не то, что мы струсились, а каков будет исход, какова будет судьба Абхазии и так далее. И вот их появление, их встреча с Владиславом Григорьевичем, те объяснения, которые они ему давали, конечно, слушавших нас, укрепило духом. Значит, есть выход. Мы можем сопротивляться и должны сопротивляться, другого хода нет. Сосналиев очень хорошо отметил, что нужно в организационном плане в Абхазии нужно сделать. Кое-что они уже создали по дороге. Ибо они видели с Адлера, с границы, видели, как грузины себя вели в Гаграх. Был организован штаб по формированию добровольцев. Была сформирована первая группа в числе 18 человек, которая 15 числа уже должна была отправиться, и в районе 16-17:00 на автобусе, в который входил и я, была отправлена в Абхазию. По прибытию на границу, я имею в виду реку Псову, десант к этому времени, будем называть его, грузинский, был высажен. И от реки Псову до Гагр, в принципе, уже десант был высажен полностью. Действия этого десанта еще не стабилизировались. В отдельных местах шли перестрелки, занимая плацдарм, в других местах высаживались танки, бронетехника. И мы пересекли реку Псову. 18 августа в Грозном на чрезвычайной сессии парламента Конфедерации горских народов было решено оказать всестороннюю помощь сражающейся Абхазии. С Северного Кавказа, юга России, из стран проживания абхазской диаспоры за рубежом Турции, Иордании, Сирии, Канады и других в Абхазию начали приезжать добровольцы. В связи с тем, что исчерпаны все меры, принятые Конфедерацией для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии и во исполнение постановлений 10-й сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа указываем. Первое. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Добровольцы пробивались в Абхазию различными путями. Большинство из них шло через перевалы труднопроходимыми горными тропами. Тяжелейший переход перевала Архыза-Уатхара можно сравнить лишь с самыми выдающимися воинскими подвигами, говорили позже сами добровольцы. Жители Абхазии хорошо помнят, в каких изношенных башмаках и изорванной в клочья одежде спускались добровольцы с гор и, едва успев отдышаться, отправлялись на фронт. Над грозным городом раскаты, гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Мы заряжаем автоматы
автоматы и переходим перевал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. Особо следует сказать о Конфедерации горских народов, созданной в августе 1989 года, объединившей в своих рядах народы Кавказа, о той самой конфедерации, которую так недооценил хитроумный Шеварднадзе, назвав ее перед войной бумажным тигром, уверяя своих соотечественников, что никто не собирается умирать за абхазов. С республики Адыгея ребята приехали со всей территории республики, собрались. Я думаю, что это первые добровольческие отряды, которые прибыли. Думаю, что и за нами последуют еще. Естественно, на защиту абхазского народа, малочисленного абхазского народа, который мы считаем своим братом, который испытывает натуральный геноцид со стороны Грузинской империи. Может, если взять в целом, то народ единодушно стал на защиту абхазской государственности, на формирование добровольческих отрядов. Наши власти отнеслись, конечно, не совсем так, как нам хотелось бы. Если откровенно говорить, строились и препятствия, они и сейчас строятся. Но народ единодушно готов подняться на защиту абхазской государственности. Исаар Самиков, вице-президент Конфедерации горских народов Кавказа от Чеченской Республики. Цель приезда, пребывания у вас? 14 августа по телепередаче центральной я узнал, что войска Госсовета Грузии напали на Абхазию. В связи с этим я приехал сюда защищать свободу и независимость Абхазии, а свобода Абхазии – это и есть свобода всего Кавказа. Конфедерация горских народов Кавказа является правопреемником Горской республики, частью которой являлась Абхазия. Поэтому действия Конфедерации горских народов Кавказа на территории Абхазии есть защита части Горской республики, а не вмешательство в внутренние дела Грузии, как того заявляет Госсовет Грузии и его руководителя Шеварднадзе. Я из Кабардино-Балкарии. А вы кто? Я балкарец. Добровольно нас никто не заставлял, мы сами добровольно написали там все, что надо, и пришли. Ну вот, по-моему, наступил тот день, когда весь Кавказ должен подняться и отстоять свою независимость. Пусть никто не осмелится сказать, что благодаря ему вот это случилось. Это бессовестно перед народами, это бессовестно перед Богом. Иногда и мне тоже говорят, что вот ты это создал, ты это самое. Я всегда останавливаю их. Не оскорбляйте ребят, которые пришли умирать на нашу родину. Они пришли сюда погибать не потому, что кто-то приехал и попросил их, а они пришли по зову крови. Вот единственное, если что-то мы смогли сделать, это разбудить вот эту память крови, ну, вот этими встречами, всеми этими. Это да, может быть. Но а если бы не было этой памяти крови, если бы наш народ не засеял все эти века, тысячелетия, можно даже сказать, вот это зерна братства, что могло прорасти? Кто мог? Даже сам Господь Бог не мог организовать. Вот такого в истории человечества не было. Когда не один народ пришел на помощь другому, а народы пришли. Вот это первое крыло, которое прибыло, вот это было очень впечатлительно. Это вот, ну, как будто появился некий такой очень важный зонтик, который будет нас в какой-то значительной степени защищать. Такое ощущение было, потому что мы поняли, что мы не одни. А потом уже в процессе или в ходе войны, когда приезжали уже организованные такие большие отряды, группы, они тоже очень впечатляли, конечно. Они еще больше вот поднимали дух и народа, и воюющих мужчин, воюющих ребят. Это было очень важно. А это были, во-первых, на самом деле
очень здоровые, крепкие, обмундирование, оружие, уже готовые военные были. Да, а это, конечно, придало нам всему, всей Абхазии придало особую силу. Это бесценное, вот это добровольческое движение, оно имело тоже свои какие-то истоки, потому что большая Грузия напала на маленькую Абхазию. Убивать и выгонять их оттуда, со своей исторической родины. Все хорошо понимали, что кроме Абхазии у абхазов никакой другой родины нет. Этот фактор работал очень сильно мощно. А не потому, что мы такие хорошие, мы могли убедить людей. Мы никого не убеждали. 19 августа 1992 года Совет атаманов Кубанской казачьей рады в обращении к Ельцину заявил, что кубанское казачество решительно встанет на защиту абхазского и славянского населения Абхазии. Из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев прибыли казаки для защиты Абхазии. Много, очень много. Здесь есть с Приднестровья ребята, с Ленинграда вот они приехали, есть ребята. Здесь есть русские, тоже с Грозного есть русские. Очень много русских. Есть даже калмык, с Калмыкии парень ехал, вот он со мной был. Много-много всяких. Все нации здесь есть почти. Ну и как ты думаешь, чем все это завершится? Правда должна восторжествовать. Только это. А больше какая ничего. правда? Каждому народу свое. Свободу, равенство и братство. Что особенно интересно и характерно, нам на поддержку пришли казаки. Это все-таки был очень важный жест, потому что если вот в конфедерацию входили северокавказские народы, которые еще помнили результаты Кавказской войны и тогда роли казаков, тут в Абхазии произошло такое единство и примирение фактическое. И вот очень показательный был момент, когда хоронили лыхнах наших героев, Мушни-Хварцких, кстати говоря, и там же рядом в часовне похоронили казаков тоже. Это был как такой очень важный знак. 19 августа в 1992 году в городе Черкесске на митинге впервые был зачитан текст клятвы добровольцев. Повторно клятва была зачитана 20 августа на бессрочном митинге в городе Нальчик. Текст звучал так. «Я доброволец. По личному зову своего сердца, возмущенный непринятием своевременных мер местными правителями, народными фронтами, вооруженными силами России и ее президентом, добровольно объединяюсь по пути в Абхазию с теми, кто хочет остановить агрессию Грузии против мирного населения. И в кругу своих единомышленников торжественно клянусь. Своей жизни мы готовы принести на алтарь, чтобы дать возможность всему миру увидеть всю низость грязных сделок, чтобы остановить будущий пожар по всей нашей стране. Клянусь защищать любого человека, любой национальности в равной степени. Абхаза, русского, казака, армянина, грека, грузина, мигрельца, всех тех, кто сегодня с народом Абхазии отстаивает независимость малой родины Абхазии. С этой минуты мы отказываемся от гражданства предавших нас правителей и просим правительство Абхазии считать всех нас с 20 августа абхазами. Теперь защита Абхазии – наше неотъемлемое право и обязанность. Для нас теперь она, Абхазия, родина. И на Кавказе нет ни абхазов с этой минуты. Нас никто не агитировал. Ни на митингах, ни где-либо, ни с официальных, ни от общественных организаций. В основном каждый здесь находится чисто из своего сознания и ситуацию оценивает сам. Любой человек, сколько бы ему ни было, он молодой или в возрасте, мне 34 года, я в состоянии оценивать свои поступки, давать оценку. Поэтому громить мы их будем, это однозначно. Земля под ними будет гореть. Лично я приложу большие усилия. Командир батальона специального назначения. Как вы добрались?
Всякое было. Было же. Но самое главное, что вы здесь. Да, мы считаем это своим долгом. Быть здесь. Когда вы готовы вступить в бой? Вот всю минуту. Вы откуда? С Грозного. Как вас зовут? Жамбулат. Что вы собираетесь делать? Собираюсь, короче, задницу надрать этим грузинам, которые не дают покоя абхазцам. Вас как зовут? Умар. Умар. Как вы готовы воевать? Да, хоть сейчас. А вы откуда? Я с Элисты. С Элисты. И много ли вас? Я один. Вас как зовут? Цирен. Как? Цирен. Цирен, ну что? Пусть Всевышний решает, если живым нам вернуться. Обязательно живым. А вы напутствуйте нам победу. Обязательно, дай Бог. Мы просто приехали сюда, на свою землю. Это наша частица нашей земли. Как сказал Александр Невский. И его же словами я и скажу. Кто к мечом к нам зайдет, тот от меча и погибнет. Калаев Русланбек, командир 3-го горно-пехотного батальона Конфедерации горского народа Кавказа. Для меня Абхазия может стать родиной, может стать могилой. Больше ничем, абсолютно. Спасибо. Есть только два, как сказал он, есть только два пути. Или свободная Абхазия, или же здесь могила, как они говорят. Я командир 3-й роты горно-пехотной Конфедерации горских народов. Был в Карабахе, приехал, услышал здесь это место, приехал сюда. Муцаев Руслан. Мы приехали сюда воевать, и здесь готовы умереть. Вас сейчас на передовой перебрасывают. Как настроение? Нормально. Отлично. Отличное настроение. Может, что-нибудь хотите сказать? Что сказать? Перед боем. Кто наше дерево тронет, мы того лес спилим. Откуда вы сами? С Адыгеи, с Майкопа. Перед боем как настроение у вас, у всех? Даже аппетитное. Я говорю, все приехали сюда с одной болью, поэтому наши ребята погибли. Нас удручает то, что есть приказ заложников не брать. Это раз. Во-вторых, с нашими пленными еще не решено. За это все будет отомщено, если нам не пойдут навстречу. Во всяком случае, Абхазия жила, жива и будет жить. И все. Вчера и сегодня было распространено клятва, кто идет в бой, добровольца. Вы с этим текстом знакомы? Да, знакомы. Эта клятва у нас в крови, брат. Какая бы она ни была, мы знаем, что она наша клятва. И она у нас была и будет в крови. Там была большая уверенность в победе. Ибо мы ведем справедливую войну. Мы защищаем маленький народ, они наши братья. И мы защитим, мы не дадим. Вот, значит, там же не только были встречи такого в небольшом составе, а там были встречи крупного масштаба. Сотнями люди собирались, а то и тысячами. Никто из них не сомневался. Из тех, и тот же Шанибов, и тот же Султан Сосналиев, и все они считали, что, слава Богу, есть кому помогать. Если не было бы кому помогать, ну кому мы помогли бы? Есть кому помогать, которые могут отстоять. Но чтобы сохранить народ, надо стать рядом. И представьте себе, если мы один на один остались бы, да, мы могли бы и победить, допустим. Но сколько мы потеряли, сколько мы могли бы еще потерять. Победа, она огромная, она хватит на всех. Это наша общая победа. Не ожидали они такой, на самом деле, поддержки. Ведь честно говоря, ни в Южной Осетии, ни в Чечне вот такой добровольческой поддержки, как было по отношению к Абхазии, ведь не было. Северный Кавказ, юг России, к нам приезжали из Польши, из Эстонии люди, я не говорю уже со всего Советского Союза. Заканчивая войну в Приднестровье, приехало много людей, можно сказать, покупателей в разные регионы нашей страны, где идут сейчас конфликты межнациональные и так далее. Но желания участвовать в этих конфликтах у меня особенно не было. И имел информацию, правда, скромную в то время, но о том, что сейчас творится
вернее, тогда творилось в Абхазии. Ну, вот, и ребята приехали, более объяснили мне уже конкретно, что там происходит. Спросили, согласен ли я туда ехать. Ну, фактически это было все решено за полчаса нашего разговора. Мы согласились поехать с товарищем. Ну, вот, и так вот, в общем-то, наша группа, основной костяк, он сюда приехал фактически в начале конфликта, в конце августа месяца. Значит, вы знали, что вы едете защищать малочисленный народ, который сегодня ужасно страдает? Да, именно защищать этот народ. Мы отказались от многих выгодных предложений. Ну, мы с Сашей вместе были в Приднестровье, конечно. Правда, я оттуда немножко раньше уехал с другом. Втроем мы поехали в Карабах. Ну, там пробовали 2 месяца. И я после того, как вернулся домой, пробовал работать. Ну, конечно, не смог, не нашел себя. И приехал вот с Абхазии, мой тоже друг, земляк мой с Кривого Рога. Он рассказал мне, как здесь обстоят дела. И без всяких сомнений собрались с другом, вот с кем были в Карабахе. Приехали сюда. Народ борется, полон решимости освободить. Так что победа будет за нами, это без исключения. До войны я работал в России. Занимался коммерцией. Я из Ростова-на-Дону. Захватчики есть захватчики. Поэтому их нужно выгонять с этой земли. Понимаете, война это не легкое дело. Конечно, мы ее выиграем, но чем больше у них там, я имею в виду в Сухуми и в остальной части Абхазии, тем больше нам она достанется. Мы ее возьмем. Меня зовут Загетов Анвар, я родом с Казани. Сам по национальности татарин. Вот сюда приехал помогать абхазскому народу, чтобы завоевать свою свободу, ну, свободу для Абхазии. Скажите, какой бы вы хотели видеть Абхазию? Сейчас война. Свободным и только свободным. Мажи Умар Хаджи. Вы где ранены были? В Шромах. Трудно было? Да нет. Что здесь трудно? Воевать ведь нелегко. Воевать не трудно. Если мужество есть, воевать не трудно. Пользуясь то, чем я хочу, чтобы вы показали Феликса. Все, кто его знает, пусть знают, что это настоящий горец, настоящий кабардинец. А то почему не живут? Живут. Ну вы обстреливаете жилые дома отсюда? Жилые дома мы не обстреливаем. А они что делают? А они, как им вздумается, всякое вытворяют. Они на детей, на стариков, на мирных жителей не смотрят. Как им попало, все обстреливают. А мы только стреляем тех людей, которые с оружием против нас выступают. Грузинская сторона постоянно пыталась очернить добровольцев, называя их исключительно наемниками, уличала в сотрудничестве с некими реакционными силами, приписывала кровожадные инстинкты, низменные меркантильные цели. Однако эти злобные выпады чернили лишь тех, кто их писал и произносил. Ведь в международном праве прописано, кто такие добровольцы. Это лица, добровольно вступающие в армию, ведущую защиту Родины от агрессии или за освобождение от иностранного порабощения. Самый главный вопрос. Сейчас средства массовой информации много говорят о конфедерации горских народов, которая незаконно помогает Абхазии в этой войне. Их обвиняют в том, что они являются наемниками, вы платите им деньги, и они воюют на вашей стороне. Что вы можете сказать по этому поводу? Действительно, средства массовой информации Грузии и некоторые России развернули такую мощную пропагандистскую кампанию по дискредитации тех людей, которые прибыли в Абхазию, чтобы защищать ее народ. Действительно говорят, что это наемники, что они получают плату, что они не подчиняются приказам командования. Я думаю, это абсолютная ложь, потому что единственная плата тем людям, которые пришли помогать Абхазии, это право быть и стоять вместе с нами здесь, защищая Абхазию. И это вполне дисциплинированные и мужественные воины, которые защищают Абхазию. Должен сказать, что кроме представителей народов Северного Кавказа, здесь очень много русских, причем ребят как Северного Кавказа, так и из Москвы, Ленинграда, которые тоже прибыли сюда по зову своего сердца. Я должен отметить, что в частности в заявлении Президиума Верховного Совета
Российской Федерации, они названы добровольцами. И действительно их действия подпадают под положение Гаагской конвенции 1907 года, в которой речь идет как раз о добровольцах, и участницей вот этой конвенции является и Россия. И с моей точки зрения, ни с правовой, ни с нравственной точки зрения нельзя оправдать возбуждение уголовного дела против Конфедерации горских народов Кавказа. Уголовное дело возбуждается против тех, кто борется против геноцида, а не против гражданина России Эдуарда Шеварднадзе, который является инициатором и руководителем вот этой акции, вопиющей акции в Абхазии. А вообще, как вы считаете, они получают деньги? Вот у вас есть какие-то официальные данные, что вот эти ребята, которые воюют на вашей стороне, ну за что тогда им воевать, если не за деньги? Ну, за что, скажем, воевали, в принципе, люди в Приднестровье, которые отправлялись для того, чтобы помочь вот, народу Приднестровья. За то, чтобы отстоять, понимаете, идет вопиющее нарушение прав человека. Идет уничтожение народа, причем уничтожение, в первую очередь, гражданского населения. Это происходит на глазах всего мира. И люди пришли, видя эту вопиющую несправедливость, вместе с нами защищать Абхазию. И вот, по-моему, такой главный мотив участия этих людей здесь. И они говорят о том, что не уйдут, пока не решится вопрос и не будет остановлено уничтожение гражданского населения, уничтожение народа Абхазии. В благодарной памяти абхазского народа навсегда останутся имена руководителей Конфедерации горских народов Кавказа, ее первого президента Юрия Шанибова, первого председателя парламента Юсупа Сасламбекова, а также президента Международной черкесской ассоциации Юрия Калмыкова, руководителя Адыга Хасы Заура Налоева. Муса Шанибов, принимавший активное участие в формировании добровольческих отрядов, находясь в Абхазии, подчеркивал общечеловеческий смысл добровольческого движения. В самые тяжелые моменты войны он всегда обращался со словами поддержки и умел поднимать дух народа. Мы кавказцы, адыга Абхазии, чеченцы, дагестанцы, истинные кавказцы никогда не мерили цену жизни количеством прожитых лет или количеством платья или золота, которое мы имеем. Мы мерили свою судьбу, свою жизнь высшими человеческими ценностями. И поэтому тот траур, который сейчас присутствует во многих абхазских семьях, мы должны знать, что это траур, самый высочайший траур, что в жизни человека может быть. Это траур по поводу героизма, это траур по поводу защиты Родины, это траур по тому, что высшим человеческим ценностям служили эти ребята, которые погибли. И поэтому плач матери, плач сестры, плач бабушки сейчас, он должен быть сведен до минимума. Сейчас мы должны меньше плакать, и мы должны больше гордиться теми героями, которые погибли. И поэтому я обращаюсь от имени 16 народов к тем, которые сейчас страдают. Мы должны с вами знать, что без этой платы Родину нам не спасти. И если Родина погибнет, то погибли мы все. Вставайте, вставайте, Кавказа, сыны, нам танки и пушки врагов не страшны. Свободу добудем в бою мы себе и верим, Всевышний поможет в борьбе. И с криком Аллах мы в атаку пойдем. Каждый вечер в Нальчике есть площадь в центре города, называется Абхазия. Из этой площади вечером, каждый вечер отправлялся сюда Икарус, переполненный людьми. Когда мы провожали очередной Икарус, а Икарус был окружен огромной толпой провожавших, несколько сот, если не тысячи. И вдруг
какой-то женщине стало плохо, ее стали поднимать. Это мне очень неприятно было, что такое произошло. Я, когда стал интересоваться, мне ответили, что ей стало плохо, потому что сын едет на войну. Я говорю, а где ее сын? Вот, говорит, он там сидит, у окна как раз сидел, у окна Икаруса. Я сразу вспомнил, я с ним беседовал. И он мне на мои вопросы отвечал, да, дома знают, дома одобряют и прочее, прочее. И причем, более того, этот парень был родной племянник, был такой знаменитый балкарский поэт Кайсын Кулиев. Это известный поэт. Дом-музей до сих пор стоит там, Кайсына Кулиева. Сестры сын он. Я с большим трудом забрался в Икарус, добрался до него и говорю, ты же мне говорил, что родители знают. Почему, я говорю, ты обманул меня? Давай выходи. В это время кто-то сзади меня дергает. Я повернулся, посмотрел, это та самая женщина, которая плохо было и на асфальте лежала. Вы, говорит, что говорите моему сыну? Я говорю, я замешкался, откровенно говоря, я хочу его вывести. Она говорит, зачем? Ну как зачем? Вам же плохо. Да, мне плохо, я же его мать, а что, мне должно быть хорошо ли, что ли? Я не знал, что делать. И в это время, значит, другая женщина подходит, я не посмотрел, я спиной к ней стоял, и она дает ему записку. Ты, говорит, это передай Сосналиеву, моему мужу, он в штабе работает, ты, говорит, ему передай, ты будешь служить в охране его. Записку передает, а там, говорит, все написано. И мать слышит, и я слышу, и он слышит. Но он не дал ни мне, ни матери поговорить, а он ей говорит, если, говорит, вашего мужа надо охранять, езжайте сами, говорит. Да, не для этого я еду туда. А он приехал в конечном итоге. Он приехал, и он воевал, и причем он сразу же перебрался на Восточный фронт. Я думаю, у нас не только любовь, там какие-то братские чувства к абхазам, но уважение к ним. Лично я восторгаюсь тем положением, которое они сейчас вообще занимают в политике. Я очень часто об этом говорю, но имея 17% населения, выбрать своего президента, свой гимн, флаг и восстановить свою конституцию, к сожалению, мы, кабардинцы, сейчас на это не способны. Мы еще не дошли до этого. И именно вот в этом, в политическом плане, Абхазия очень сильно ушла вперед, и я думаю, нам есть чему учиться. Я думаю, что не только в политическом плане, но и в военном в дальнейшем Абхазия выиграет и будет процветать. И мы, кабардинцы, ради этого приложим все усилия. Я не могу дома сидеть, когда у меня здесь братья погибают. Я пришел отомстить за своего родного брата и за тех, кто с ним погиб. И не только за них, за всех, кто погиб из наших ребят, и за всех нужно отомстить. За это я приехал. Да, я помню, в тот момент, значит, один твой брат был убит, Руслан, да? Руслан Абаев. А Валера и ты были ранены. Как Валера себя чувствует? Нормально, он тоже скоро приедет. Ребята, скажите, вот меня демография тоже немножко интересует. Вы холостые? Кто из вас женатый? Я женатый. Женатый, 2 детей у меня. А как их зовут? Золотое моя Азамат и Жанета, да, дочка. Жанета, да, дочка? Жанета, дочка, сын Азамат. Ты по них скучаешь? Конечно, скучаю. А что там? Война кончится, потом поедем, увидим. Подниму брошь их наверх. Как говорится, я уже 5-й месяц здесь, я их уже не видел. Скучаю, но у нас времени нету, и них скучать. У нас времени умереть тоже нету. Да. Надо воевать этих
шакалов надо убивать этих. Сколько Азамату лет? Я точно не знаю. Дочку знаю, 2 месяца был, я приехал сюда. А сыну, может, уже год и уже 8 месяцев. Скажите, а вы все не женатые? Для всех девушек я холостой, а так у меня дочка 2 года. Были такие яркие представители северокавказских народов, как Адам Хуаде. Вот тот же Шамиль Басаев, да? Вы знаете, это был, конечно, патриотичный очень человек. И в то время, когда он приехал и поддерживал борьбу абхазского народа за независимость, конечно, у нас были общие цели, общие стремления, но потом, конечно, мы никак не могли поддержать, и я никак сам не могу поддержать вот то, что произошло с ним потом, потому что те цели, за которые он начал сражаться, они вредные были и для чеченского народа, и для абхазского, и для всего Кавказа. Вот такие были парни, много таких чеченцев отчаянных, хороших ребят, которые здесь сложили головы. Никто обычно не говорит о том, какую роль, такую моральную, психологическую сыграл имам Алим Султанов. Это чеченский доброволец, бард со своей гитарой, и плюс Любченко, старик, пожилой человек. Он тогда уже был болен, и в первые дни войны написавший песню «Абхазы». И вы понимаете, имам приезжает в Гудауту, и буквально, наверное, уже в первый или во второй день он уже, не знаю, кто ему дал эти стихи, он написал эту песню, и вот, сидя среди добровольцев, среди бойцов, он пел эту песню, и другие песни тоже. Абхазы, абхазы, вас мало! Нечестный, неправедный бой! Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. Но танк не страшнее кинжала, когда твои братья с тобой. У него там своя манера пения там и так далее. Понятно, что это пафосно, это патриотично. Но время было такое, и вот это очень важно было для того, чтобы поднять дух людей, чтобы люди поверили в свои силы, в себя. Это было очень важно, и поэтому его песни живут и сегодня тоже. Были ребята, которые умели мыслить и анализировать, и прогнозировать, и многие такие конфедераты, добровольцы, конечно, они общались с руководством Абхазии, они обсуждали самые животрепещущие вопросы. Они не как чужаки, а вот как свои, они были вот частью вот такого общения в узком кругу важных вопросов войны и победы. Это тоже было важно, потому что это было доверие, и это очень важно. И ребята, которые участвовали в всем, типа вот Хамзата Ханкарова, например, да, они себя ощущали, понимаете, вот мужчинами, людьми, на которых лежит серьезная ответственность. Для таких, как они, вот харизматов, это очень важно. В первые дни войны абхазская диаспора за рубежом в Турции, Сирии, Иордании, Западной Европе заявила о готовности защищать свою историческую родину. Во всех этих странах прошли митинги и протесты против ввода войск Госсовета Грузии в Абхазию. Ардван говорит о том, что свобода дается нелегко.
Нелегко воевать с хорошо вооруженным противником. Но ребята не должны унывать. Мы освободим землю наших предков от оккупантов. Мой друг Кучбаукан – отважный боец, но он не любит смотреть в камеру. Сейчас, после удачной высадки десанта и сильного боя, наступило затишье, и мы решили чуть передохнуть. У добровольческого движения была и другая сторона – семьи, которые воины оставляли дома, уезжая на войну. Это матери, жены, дети. Особенно было тяжело, когда привозили домой убитого бойца. Геннадию Аламе не раз приходилось сообщать матерям о гибели их сына. Когда Науржанова и Канукова убили, сказали, что их сюда привезут и будет митинг. И митинг, там уже подготовили мать Науржанова, что она выступит и скажет, зачем нам эта война, где Абхазия, где мы. Ну, в таком духе, ну, руководство же было против. Ну, все там, и ребята наши в ужасе стоят. Если она такое скажет, то все захлебнется. А те тоже там, представители за углом стояли, ждали, когда вот такое. Она встала над гробом и сказала: мой сын спал и видел во сне Абхазию, которую он наяву никогда не видел. У него была одна родина, он своей смертью обрел вторую родину. И я горжусь своими сынами. Ну, такой тишины, такого вообще, все оцепеневшие, все стоят. Она повернулась, и вдруг выходит его сестра и говорит: если нет, извините, что я перед вами, но я над гробом брата скажу, что если нет адыгов, мужчин, которые могут отомстить за моего брата, стать рядом со своими братьями в такой беде, я вам оставляю свою юбку, одеваю штаны. Иду на войну. Сейчас мне трудно вспоминать еще и другое. А много таких случаев. Когда никто не осмелился прийти и сказать матери убитого, инфаркт у нее лежит при смерти, это чеченка. Сказать, ну не могут ей сказать, сейчас вот скажут, она умрет. Сколько грехов на мне. Вообще ужас. Мне, говорят, попросили, чтобы я пришел туда. Это был город Аргун. Ее выводят, ну еле она ходить не может, ну и сказала, пусть подойдет ко мне тот абхаз, который меня привел сюда. Она по-чеченски говорила, что мне, не убегать, но это вообще, я не знаю, что это могло, что я испытывал. Ну, подошел к ней, и она сказала: скажите своему народу спасибо, что так отнеслись к моему сыну. Это Аллах дал его мне, и Аллах у меня его забрал. Но он был рядом со своими братьями, я горжусь этим. И братья оказались хорошо там и одевали, и как-то. Ну, спасибо за это. Она говорит спасибо за то, что сын убил. А это сказала, я даже ничего не помню, что я мог там сказать, она уже это не слышала, не слушала. Ее повернули, на это сказала, повернули, она обмякла. Все уже, обмякла. Ну, ее туда в дом.
Ну, говорят, что сейчас уколы сделали, и лучше там будет это все. Она умерла в этот момент, когда это сказала. Невозможно не рассказать историю кабардинского мальчика Валерия Берхамова, которого грузино-абхазская война застала на школьной скамье. Ему было всего 15 лет, но он прибыл в Абхазию и встал в ряды ее защитников. В ночь с 15 на 16 марта принял участие в операции по освобождению Сухума. В боевых условиях этот мальчик раскрылся как взрослый, опытный, храбрый и бесстрашный воин, который воодушевлял товарищей. Он не дожил до совершеннолетия. Вражеская пуля оборвала его молодую жизнь. Валерий Берхамов погиб 18 марта на Гумисте, награжден посмертно орденом Леона. Этот мальчишка сумел отстоять честь всей нашей фамилии, сказали старейшины рода Берхамовых в кабардинском городе Баксан, которые, конечно же, понимали, что 15-летнему мальчику не место на войне. Это яркий пример мужества и стойкости, присущие горцам. Не вернуть, не вернуть, не вернуть друзей нам назад. Не вернуть, не вернуть, не вернуть друзей нам назад. Никогда не забыть нам друзей, принявших смерть на абхазской земле, за свободу и братство на нашей кавказской земле. Никогда не забыть нам друзей, принявших смерть на священной земле. Верим мы, что их души Всевышний примет к себе. Сколько тебе лет? 16. Каким образом? Ты же несовершеннолетний. Еще как ты оказался здесь на фронте? Добровольческий отряд. Ну а командир твой знал, что тебе всего 16 лет? Нет, думал, что 20. Ты его обманул? Да. Кто у тебя есть дома? Отец и брат. Был ранен? Где? В Вишере. Тебе не страшно было, честно скажи? Уже привык. Привык? Да. Ну вот сейчас, в общем-то, все забеспокоились, узнав о твоем возрасте. Ну, в общем, ты, наверное, огорчен. Тебе надо уехать домой. Приеду, обратно перейду. Паспорт возьму и все. Какой паспорт? Тебе же еще не положено. Положим, уже через 3 месяца 17 будет. Самое главное, сколько тебе лет? Мне 15. Отец твой не боится тебя на фронт с собой брать? Не знаю. Спросите у него. А мама что сказала, когда ты уезжал? Мама не знала, что я сюда приехал. Так ты ее обманул или отец? Я обманул. А вам не тревожно за него? Уже всякое бывает. Да ничего там страшного нет. Пускай привыкает. Вот его ровесник сидит. Я думаю, что мы должны в кровь своих детей влить тот дух, который был у наших предков. Другого выхода здесь нет. Спасение наше в одном, в единении. И пускай он останется живой, домой доедет, своим внукам и правнукам передать, что и Абхазия, весь Северный Кавказ, они братья едины. Вот и все, я думаю, я думаю, здесь проблем не будет. Пускай воюет, научится. Если надо будет, понадобится. Если нет, пускай занимается своими лошадьми там дома. Можно еще последнее слово сказать. Запомните, братья, Абхазия будет свободной. Готовьтесь пить кофе в Тбилиси. Вы достаточно молодой мужчина, но сын у вас взрослый. Скажите, что вас потянуло сюда? Вы вслед за сыном приехали? Вы знаете, меня потянуло сюда действительно пребывание здесь сына. Но когда я увидел то, что здесь творится, я не смог уехать. Люди, которые действительно и душой, и телом поняли, что за Абхазию надо бороться, чтобы не дать Абхазии погибнуть. Пришли помочь маленькому народу. Воюют против грузин, потому что они хотят уничтожить этот народ. Ну, геноцид есть геноцид. Мне сказали, что выступал вчера по телевидению Юсуп Сосланбеков. Это величайший тоже, ну сейчас уже у нас все великие, все это, но это правда великий. Он сказал, что дом, в котором нас абхазская мать принимала, горит. Если есть мужчины в нашем народе, встаньте на защиту этого дома. И заплакал.
Они, чеченцы, очень трудно их заставить плакать, но этот большой человек. И там собралось столько людей, чтобы если их вооружить, пустить, то не то, что Грузию там, они, может, до Китая дошли бы. Вот столько людей собралось вот это выступление. А я единственное, что просил бы, чтобы никто не брал на себя вот эту, что вот он все это организовал, сделал, опять я говорю, организовал и сделал наш народ. Может быть, сегодня мы как-то по-другому относимся, что-то говорим, но наш народ, он был добрым сеятелем в истории. Я им много случаев расскажу, у меня столько легенд, мне рассказывают, как абхазы себя вели, как они, когда ингушей выселяли, посадили уже в эшелоны, появился летучий абхазский отряд, как в сказке. Они говорят, это не я придумал. И как они освободили этих, и как они прогнали этих конвоиров, и остальные. Вот это все было. Гена находился там, а я приехал в очередной раз за этими самолетами. И в это время приехал автобус наш, Икарус, привез убитых чеченцев. А тогда уже был такой период, когда нам сообщили, Владислав Арзруба позвонил, сказал, сделайте так, чтобы никто сюда больше не приезжал. Значит, не нужны сейчас добровольцы, сейчас был такой период. И когда автобус наш уезжал, там собралось такое количество людей, мы с Геной пытались остановить их, стояли у входа, нас просто оттолкнули, забили полный автобус, остальные еще не поместились, и вот так ехали сюда люди, в Абхазию, поддерживать. Появление кабардинских групп, группа Яганова, потом группа Гены Карданова. Ну, со всеми с ними мне удалось потом общаться каким-то образом. Мне не телевизионщику, но у которого маленький опыт был телевизионной работы, абсолютно маленький, вот в голову пришла мысль, что надо делать именно телевизионный проект. Гену Карданова и его группу замечательных людей. Вот просто каждый боец вот в этой группе – это уникальная личность. Это были очень уникальные ребята, очень. Жалко, что просто война их всех скосила. Да, и Гена необычный, такой простой парень, но харизмат, очень сильный харизмат. И в этой группе, кстати говоря, мы о нем очень мало говорим, очень Аскер Дзагоев. Он как раз вот в той группе кабардинской, которую мы записали, это была наша первая запись, с Гариком Аристава, кстати, записали. Потом Аскер уехал на Восточный фронт, и он все время находился на Восточном фронте. И вот в июне он находился в вертолете, который был сбит грузинскими войсками, и он погиб. Это был такой вот, я не знаю, какой-то Аполлон, можно сказать, вот и внешне, и во всем, но кавказец, больше я бы сказала, такой кавказец. Мы там понимаем, что такое кавказец. Вот это все было при нем. То есть отдельные фигуры, они стали знаковыми. С Ингушетии, ингуш. Вы давно здесь? С начала войны, с 20-21 августа перешел перевал. Среди добровольцев ингушских есть погибшие в Абхазии? Есть двое на Шомах погибли. Один получил ранение и ширах, потом в госпитале скончался. Магомед, скажи, а в Абхазию ты приехал по зову сердца? Да. Я с дома приехал в Грозный по делу. И там, вот это было первые дни, буквально 2-3 дня войны, начала. И там ребята добровольцы, все собирались уезжать. Но я примкнул им, дома ничего не сказал. Через месяц дома узнали, что я Абхазия. И вместе с ними перешел перевал. Был у Мушнихвальского в батальоне начала. Про Абхазцев я что могу сказать? Это про Мушнихвальского. Но я в лице его за Абхазию говорю. Побольше таких командиров войну бы давно закончили.
Я сам с Северной Осетии, Жорик. Грузины это не люди, они звери. Они в Южной Осетии, знаете, что делали? Беременных женщин ловили и между собой спорили. Мальчик или девочка. А потом врезали. И один другому говорил: смотри, говорит, я ж тебе говорил, это твой враг будет. Это не люди. А тебя как зовут? Бурик. Ты из Южной Осетии? Да. Сколько тебе лет? 19. Нас убьют на этой земле. Наши братья младшие будут защищать эту землю все равно. Придут на защиту эту землю. Когда я уезжал с дома, ко мне сын прибежал. Хоть он во 2 класс ходит, он понимает этого. Во 2 класс. Он за мной прибежал, я, говорю, с тобой поеду. Я говорю, иди домой. Зачем? Я говорю, тебя, говорит, убьют, я, говорю, твой автомат возьму. Для меня Грузия – это натуральный фашизм. Лично для меня и для каждого стоящего. Мы сюда пришли воевать не за деньги. Хотя я знаю, многие так думают. Я на той стороне, что мы наемники. Мы не наемники. Мы добровольцы. Как раньше говорили, интернационалисты. Это хорошее слово вообще-то, интернационалисты. Ну и вот это понимание того, что ты, даже если ты погибнешь за справедливость, оно не дает сильно думать тебе о том, что вот я погибну, вот я погибну. Больше всего нас, конечно, волнует то, что будет на Кавказе в первую очередь. Я бы хотел, чтобы все наши народы на Кавказе прежде всего вспомнили, как жили наши предки. Никогда же такого не было на Кавказе, чтобы брат с братом воевал. А мы же все братья, если так по большому счету подходить. Но дело в том, видите, что сейчас некоторые об этом забывают. Ты грузин воспринимаешь сейчас как кавказский народ? Я их воспринимаю сейчас как, в первую очередь, как предателей, во вторую очередь, как фашистов. Сейчас у меня вопрос к вам. Вот вы родные братья. Да, я младший брат, это старший мой брат. Сколько вас в семье? У нас в семье 8 человек было, у нас 5 братьев было и 3 сестры. Один самый старший брат в 1976 году на автокатастрофе погиб. Второй наш брат здесь вот погиб в Меркулах. Вот мы вдвоем здесь, еще один старший брат там у нас дома находится. Скажите, вы приехали... Анзор, да, ваш брат был? Нет, Заур. Заур Шарданов. Скажите, вы приехали после него или как это произошло? Ну вот Тимур находился там почти рядом, метров 5, когда его убило. Он может сказать, я лично тогда находился здесь, в Гудаути. Даже не знал, где-то дня 3-4, что он погиб вообще. Мне говорили, что он ранен и тяжело, и все. Вот он рядом стоял, он все видел. Конечно, потерять брата – это очень тяжело, но это, я вижу, не вывело вас из строя, хотя ты сам видел гибель своего брата. Понимаете, вот Заур бедный, он всегда хотел сюда приехать, хотел здесь, понимаете, с ребятами. Ну и он такой человек был простой. Родной брат погиб, но все равно мы духом не падаем. Мы сделаем то, что надо сделать. И у него в душе, наверное, было такое желание, знаешь, чтобы видеть вот эту землю вот свободной. Вот чисто от души я свое мнение скажу. Вот я просто здесь нахожусь, с одной стороны, вот выполнить его волю, то дело, которое он не смог до конца довершить. Я хочу одно сказать, что ребята, основная масса, которая от всей души за эту землю, которую воюют, что в каждом бою погибают самые наилучшие ребята. И пускай им земля будет пухом, а кто живой остается здесь, по-любому, в любом смысле, пока у каждого человека течет в жилах кровь черкесский, будет, эта земля освобождена. Меня убьют, нас 3 братьев. Меня убьют, 2 придет, 2 убьют, 3 придет. Надо будет и родственники тоже присоединяться. Исход войны, он решился тогда, когда встал весь Северный Кавказ на ноги, народ встал. Телемосты, там, в церкви, в мечети, ну, весь Северный Кавказ встал в защиту Абхазии.
И после 4 месяцев, когда нам мешали это все делать, они начали нам помогать. Уже русские власти начали помогать, почувствовав, что если не так, то они потеряют Северный Кавказ. Это было очень важно. Это я на себе испытывал. Мы на самолете упали на кукурузнике около Минвод. Генерал КГБ, он нам помог. Вместо того, чтобы посадить, помог и отремонтировать самолет, перевернуть его, там кран достать. И это все. И он сказал, что мы за вас. Мы хотим, чтобы вы не погибли, генерал. Сделали так, чтобы это в газеты не попало, потому что это дорога жизни. Мы тогда... Он говорит, это мы все знаем, говорит. Все, каждый ваш рейс, куда, как, все знаем, что вы там через Буденновск мы летим, чтобы вы оттуда летите, чтобы наши радары минводовские вас не ловили. Но ваш тропичный самолет ни один радар не... Летайте прямо, но и слава богу, что ни одного патрона мы обратно летели, оставив в Хабезе это все. И как в Хабезе это все делалось? Добровольчество – это наше плечо. Это наше плечо. Без этого плеча нетрудно сказать, что было бы, потому что тут было важно не только физическое участие, военное участие, тут было важно моральное участие. Вот это было очень важно, потому что когда человек чувствует поддержку, он может сворачивать горы. Все, что они делали так душевно, но типа они говорили, что вот из-за вас нам приходится, вообще этого не могло быть. Они все это делали с душой. Абхазия гордится московским поэтом, переводчиком и журналистом Александром Бардадымом, который всем сердцем любил нашу страну, и она стала его последним пристанищем. В августе 1992 года Александр в качестве корреспондента приехал в Абхазию, присоединился к отрядам добровольцев, которые добирались через перевалы, чтобы сражаться за свободу Абхазии. Во время войны он продолжал писать стихи. Александр Бардадым – автор стихотворения «Над грозным городом Раскаты», ставшим гимном добровольцев. Он погиб в сентябре месяце, ему было всего лишь 25 лет. Похоронен поэт в городе Новый Афон. За простой народ полетели смело всадники вперед. Пусто поле боя, враг бежит разбитый. Вот они герои, вот они джигиты. В самые трудные дни войны в сердцах абхазских воинов и добровольцев жила твердая уверенность в неизбежном освобождении Абхазии от грузинской оккупации. Абхазская армия и добровольцы пронесли славное знамя победы от Бзыби до Псу и от Гумисты до Ингура. Они отстояли честь и независимость Абхазии, их подвиг бессмертен. Уже после войны султан Сосналиев, анализируя события военных лет, писал: «Не говорите, что мы спасли Абхазию, они бы все равно победили. В любом случае, может быть, в другие сроки. Мы пришли им на помощь, пройдет время, наше участие в войне уйдет в историю. Но никогда Абхазия не должна чувствовать себя должником перед нами. Да, мы оказали существенную помощь, но мы исполнили свой долг, данный нам историей наших народов». Может быть, без них мы и вышли бы, но с большими потерями. С большими потерями для нас. Понимаете? Они даже шли впереди абхазцев. А абхазцы шли впереди них. То есть там состязание было какое-то вот такого рода. Вас мало, а нас больше. Понимаете, насколько это люди были в нравственном плане, насколько были здоровые, честные, порядочные и так далее. Что бы мы ни сделали, мы никогда не сможем оплатить, как можно оплатить людям, которые сложили свои жизни свои отдали. Или людям, которые готовы были жизнь свою отдать за нашу свободу. Как мы можем им оплатить? Те какие-то соответствующие нашим возможностям действия, которые мы совершаем, это мизер из того, что мы должны были бы сделать, конечно. Наша война показала, кто способен на жертвенность. И мы увидели, мы поняли,
кто эти люди, которые ради нашей свободы, ради Абхазии, ну, ради, не знаю, нашей крови, нашей общей истории, которая когда-то разорвалась, вот, да, и пришли и показали. И молодежь показала гораздо больше, сделала гораздо больше, чем старшее поколение. Это эпос, который еще до конца не осмыслен. Эпос. Это нарты вернулись оттуда, с тех времен, стали рядом, сделали свое дело и опять вернулись с нашими уже, вернулись в нартский эпос. Вот так я считаю. Более 2000 добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 из них удостоены высокого звания Героя Абхазии, 247 награждено Орденом Леона, 623 награждены медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсна. В 2012 году в Абхазии учрежден День добровольца, который ежегодно отмечается на государственном уровне. Это очередной шаг в увековечении их памяти. После войны в Гудауте Абхазия торжественно провожала добровольцев домой. Выступавшие на митинге со словами благодарности обращались к воинам-защитникам. Сами добровольцы желали абхазскому народу процветания и мира. Мы сделали великое дело. Впервые за 200 лет кавказцы смогли с казачеством и вместе с прекрасными людьми из России смогли все-таки защитить слабого и завоевать общую свободу, общую победу. Эта победа не только Абхазии, это победа всего Кавказа, это победа всех здравомыслящих людей. Надо помнить хорошее, надо плохое забыть, и надо теперь, никогда мы не имеем больше права просто так относиться спокойно к своему будущему. Военная война остановилась, но будет продолжаться идеологическая и политическая война. Дай Всевышний вам и разума, и терпения, и мудрости выйти из всего этого, и мы, чтобы вместе здесь Абхазия стала свободной, и чтобы Абхазия была свободная. Абхазия это будет гарант того, что абхазский народ будет существовать тысячелетиями. Победы вам, счастья вам и успехов! Мы живем в быстро меняющемся мире, в мире размытых ценностей. Тем важнее для нас понять, оценить, довести до подрастающего и будущих поколений феномен добровольческого движения в Абхазии, где представители 33 национальностей разного вероисповедания, взглядов были едины в одном – помочь сражающейся Абхазии в ее борьбе против оккупантов. Пример Абхазии беспрецедентен. Если анализировать то время уже через призму победы и по прошествии почти 30 лет, то, несомненно, это было время носителей высокой идеи свободы, время храбрости и бескорыстного самопожертвования. Героизм воинов, добровольцев будет жить в сердце каждого абхаза и волновать души будущих поколений.